Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите представить вашему вниманию вебинар на тему «Использование игровых приемов, направленных на формирование фонематических процессов у детей дошкольного возраста». Необходимым и важным условием для успешного обучения чтению, грамотному письму, изучения родного языка в школе служит определенный уровень развития фонематических процессов. Одним из значимых этапов в развитии фонематических процессов у детей дошкольного возраста является этап формирования звукового анализа и синтеза, который осуществляется в определенной последовательности до момента знакомства детей с буквами. Опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что детям сложно без зрительной опоры представить абстрактное, невидимое понятие как звук, научиться действовать с ним. Им необходима зрительная опора в виде графических схем, фишек, предметов-заместителей. С их помощью дети могут рассказать о любом звуке, сравнить и наглядно их увидеть. Игра для ребенка является яркой и эмоциональной деятельностью, в которой он чувствует себя свободно и уверенно. Применение разнообразных игровых приемов с детьми дошкольного возраста позволяет формировать положительное отношение к осознанному овладению звуков, позволяет формировать устойчивый интерес и эмоциональный комфорт к образовательной деятельности по звуковой культуре речи на протяжении всего периода работы, мотивирует на достижение положительного результата. Итак, каждый раз думая о том, как интересно провести образовательную деятельность со своими воспитанниками, я разработала серию игр с мячами, направленных на формирование фонематических процессов. Взяв за основу игры с мячом Татьяны Анатольевны Воробьевой и Ольги Игоревны Крупенчук. Мяч – удивительно интересная игрушка. Она как магнит притягивает к себе детей, эмоционально воздействует на них. И, как показывает практика, может быть прекрасным коррекционным инструментом. Итак, самые обычные мячи из сухого бассейна выступили для детей в новой роли и стали звуковыми, целью которых не научить играть с мячом, а научить с помощью звуковых мячей слышать и различать речевые звуки. Цветовая гамма мячей выбрана не случайно. Она в точности соответствует условным обозначениям гласных и согласных звуков. Детей привлекают яркие разноцветные мячи. Они с удовольствием играют в серию игр «С мячом играем», «Звуки речи различаем». Все предлагаемые игры и игровые упражнения со звуковыми мячами построены с постепенным усложнением, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Они не привязывают ребенка к упражнениям за столом, а предполагают выполнение заданий в сочетании с движением. Порядок игр можно варьировать, исходя из интереса детей. Первая серия игр направлена на уточнение и закрепление правильной артикуляции гласных и согласных звуков, на формирование умения различать звуки по их качественным характеристикам: гласный, согласный, твердый, мягкий и так далее. Одна из игр «Красный мяч катаем, гласный звук называем» предполагает прокатывание мяча соотносить с пропеванием гласных звуков. Следующая серия игр направлена на формирование умения подбирать и называть слова на заданный звук, узнавать и выделять звук в начале слова. Игра наша называется «Мяч катаем». Слово на гласный звук называем, Вика. Ай. Молодец. Вадим. Ухо. Молодец.
Галя помогает, молодец. Слово называй, мяч выбирай. Галя. А есть первый звук А. Хорошо. Так, Матвей. Роль. Первый звук Р. Элана. Никита. Какой первый звук? Ни. Хорошо. Маша. Альбом. Альбом. Первый звук А. Цель игры «Звуковая цепочка» – развивать умение определять место звука в слове, самостоятельно называть слова на заданный звук. Следующая серия игр направлена на формирование умения определять последовательность, количество и местоположение звуков по отношению к другим звукам в слове. Составлять схемы слова. Картинку выбирай, схему слова составляй. Я быстро. Это помогает. Давид, какое у тебя слово? Кот. Кот. Сколько всего звуков? 3. 3. Особый интерес у детей вызывают малоподвижные игры со звуковыми мячами. Игра «Живые звуковые мячи» родилась у детей в свободной деятельности. Они играли со звуковыми мячами и выстраивались друг за другом так, как следовали звуки в словах. Получались живые схемы слов. Я все делаю. Меня окружили согласные звуки. Малоподвижная игра эстафета носит соревновательный характер. Предлагается на этапе совершенствования умения проводить звуковой анализ и синтез слов разных по звуковой наполняемости. Может проводиться в одной или нескольких командах. Начинаем. Саша. Саша. Так, Даша. Вася. Дима. Какой звук называй? Так, хорошо. Молодцы. Игровые приемы со звуковыми мячами позволяют совершенствовать умение навыков звукового анализа и синтеза, позволяют проявлять свою инициативу и индивидуальность, позволяют снять напряжение при изучении нового материала, когда требуется максимальная концентрация произвольного внимания и памяти, позволяют разнообразить виды детской деятельности, освобождают детей от утомительной неподвижности. Следующий игровой прием, используемый в образовательной деятельности по звуковой культуре речи с дошкольниками, это круги Лулия из технологии ТРИС. Это пособие вносит элемент игры в образовательную деятельность, помогает поддержать интерес к изучаемому материалу, позволяет находить взаимосвязь между звуками и предметами, использовать его в разных образовательных областях, предлагать материал с постепенным усложнением, обеспечивая яркость, необычность и занимательность заданий. Круги Лулия представлены в виде кругов с предметными картинками, цифрами, условными обозначениями гласных и согласных звуков. В результате перемещения окружностей относительно друг друга можно получать различные высказывания и суждения. Универсальность игрового пособия состоит в том,
что, используя лишь несколько кругов, можно получить разные варианты игр. Предлагать игровые задания с кругами Лулия целесообразно начинать с одного круга с предметными картинками. Данный круг можно использовать, начиная со среднего возраста, а также предлагать детям в старшей и подготовительной группы, усложняя задачу. Обратите внимание на слайд. Стрелка указывает на предметную картинку. Это бант. И предлагаю вашему вниманию варианты игровых заданий. Картинку «Выбирай», первый звук в слове «называй». В слове «бант» первый звук «б». Он согласный, звонкий, твердый. Картинку «Выбирай», звук в конце слова «называй». В конце слова «бант» находится звук «т». Он согласный, глухой, твердый. Картинку «Выбирай», сколько всего звуков в слове «называй». В слове «бант» 4 звука. Продолжаем предлагать задания, используя 2-3 круга. Количество секторов может быть от 4 до 6 на каждом круге. Первый вариант – на стержне 2 круга. На маленьком круге каждый сектор – это условное обозначение звуков. И свободный сектор, который дает возможность выбрать и назвать звук самостоятельно. На большом круге изображение объектов из разных лексических тем. Следующий вариант представлен из 3 кругов. На маленьком круге цифры, на среднем круге условные обозначения звуков. На большом круге изображение объектов из разных лексических тем. Ребенок самостоятельно выбирает цифру, условное обозначение звука, лексическую тему. Смотрите, вы крутите и вот видите на любой звук. Белый это на любой звук. А если на гласный попадется или мягкий звонкий, то надо выбрать цифры. Ведь будешь один называть или с Леней? С Леней. Хорошо, ну начинайте. Помидор. Так, Капуста. так, Кабачок. так. Свекла. Отлично, молодцы! Я буду называть небо на согласный, глухой. Стул, кровать, Угу. стол, Хорошо. шкаф, Угу. кресло. Степень сложности предлагаемых игровых заданий зависит от индивидуальных возможностей и возраста каждого ребенка. Все игровые задания, предложенные впервые, ребенок выполняет с помощью педагога. Детям 7-го года жизни предлагаются задания, в которых используется 3-4 круга. Количество секторов от 6 до 8 на каждом круге. Воспитанники самостоятельно выбирают цифру, условное обозначение звука, лексическую тему. И называют не только слова-предметы, но и слова-признаки и слова-действия в соответствии с выбранной цифрой, лексической темой и условным обозначением звука. Предлагаемые игры с кругами меняются в зависимости от поставленной задачи. Использование кругов Лулия позволяет предлагать задания и упражнения, направленные на развитие фонематических процессов неизолированно,
а одновременно с совершенствованием звукопроизношения и грамматического строя речи. Следующий вариант игрового упражнения с кругами Лулия – «Найди, чем мы похожи», направлено на развитие творческого воображения. Так, получая разные комбинации предметных картинок и условных обозначений звуков, расположенных на секторах, дети фантазируют, объединяют, казалось бы, несовместимые объекты, объясняют необычность их взаимодействия. Первый круг – изображение объектов из разных лексических тем. Второй круг – условные обозначения звуков. И сейчас предлагаю вам варианты игровых заданий с данным кругом. Например, чем похожи синий барабан и условное обозначение согласного твердого звука? Барабан синий по цвету, и согласные твердые звуки обозначаются синим цветом. Или чем похожи булочка и условное обозначение мягкого звука? Булочка мягкая, и зеленым цветом обозначаются согласные мягкие звуки. В заключение хочется сказать: проведение организованной образовательной деятельности с использованием игровых приемов создает все необходимые условия для формирования фонематических процессов у дошкольников, развивает осознанное отношение к языку и речи, что составляет одну из основных задач специальной подготовки к обучению грамоте. Позволяет сохранить интерес детей к звуковому составу слова, делая процесс обучения занимательным, эффективным, здоровьесберегающим, превращая сложную кропотливую работу в творческий, увлекательный процесс. Данные игровые приемы может использовать каждый педагог, независимо от типа дошкольного учреждения. На индивидуальных занятиях, в работе в парах, на подгрупповых и фронтальных занятиях, в режимных моментах. Совершенствуйте, дополняйте, находите новые варианты проведения, опираясь на свой творческий потенциал. Более подробно познакомиться с серией игр вы можете на моем персональном сайте. Благодарю вас за внимание.